Его же псевдоним знаете, имя, фамилия какой был? Фамилия Ефедов, Степана Андреевича. А Ельцин, это единственный человек во всех культурах, который взял псевдонимом имя своего народа. Сейчас у нас наша национальная культура, язык находится в очень плохом состоянии, практически умирает. Но вот Степан Дмитриевич Берия своим гражданским, таким патриотическим поступком, назвав имя, взяв псевдоним Берия, он, я думаю, сохранит на века наш народ. Этим же делом занимается и тавлинский мастер. Тавла – это Ерсянское село, и резьба по дереву традиционно в Тавле возродилась с появлением в селе Подвесная Тавла мастера Николая Ивановича. Вы знаете, что ерсяне всегда в основном жили в лесах, да, в лесной зоне. И, конечно же, прекрасно понимали дерево, разбирались в дереве. И, конечно же, и в быту, и в хозяйстве, и везде применяли что? Дерево. Делали прекрасные деревянные изделия. И вот мастер Николай Иванович, я вам сейчас показываю, был у нас замечательный суставер Николай Иванович Баков, который выпустил такую книжечку «Мастера села Подвесная». Здесь собраны первые работы наших тавлинских мастеров. Вы можете их попробовать, посмотреть вот эти работы. Это вот мастер Николай Иванович, который как раз являлся основоположником тавлинской резьбы. Это появилось в 1976 году. В 1979 году у нас открыли детскую школу, которая прославилась на весь мир. Это не громкие слова. И у нас возродились, появились национальные художественные школы. Можно вас попросить закрыть? Да. Это вот известный промысловый центр, как Богородская, занимается резьбой. Слышали, это керамика, да? Есть балет, жестовость, то есть такие известные центры народных промыслов. Вот сейчас становится таким же центром у нас тавлинская игрушка. Это не голословные слова. Почему? Потому что только 6 мастеров из села Подвесная Тавла стали членами Союза художников России. То есть это огромное признание стать членом Союза художников. И 10 мастеров имеют статус народный мастер России. Ну что производят у нас в основном тавлинские мастера? Самое главное, конечно, здесь у нас это традиционный тавлинский, конечно, тавлинский. Это про тавлинскую игрушку, про тавлинского коня я вам специально даже приготовил лекцию, потому что... Мне, пожалуйста. Вам показать игрушку? Игрушечку, да, вот так вот. Пожалуйста. Вот такая тавлинская коняшка замечательная. Я вам сейчас хотел показать большой текст, который я приготовил, который, конечно, вы можете прочитать. Приготовить Максан? Давай. Максан? Все прям. Вот я назвал так, тавлинский конь, традиции и современность. Вот культ коня действительно во многих культурах национальных это очень заметное место занимало. А у ерсян это особенно, потому что вот в резьбе по дереву, вышивке, украшения, керамике, в качестве, ну возьми любой, особенно утварь, посуда, вот деревальпарь, сундуки для невесты. Хоть какой предмет не берите, фактически всегда там присутствует изображение формы коня. Потом у нас в традициях у ерсян даже были моления о лошадях. И некоторые, даже исторически такие есть сведения, что некоторые из ерсян, когда в хозяйстве умирала, скажем, лошадь, а в хозяйстве уже за ненадобностью, коня еду не пускали, хоронили как члена своей семьи. Такое трепетное было отношение к коню. И при том по эпосу Мастурава это конь, как был посланник Бога, книжки Паза нашим ерсянам. Вот как бы коротко я рассказал о коне, о значении. Ну уже когда же все-таки превратилось в игрушку, резьба по дереву, допустим, когда превратилась в игрушку. Долгими зимними вечерами, заметьте, потому что весной некогда было допустим, хозяину заниматься игрушками, да, и прочими делами. Семьи были очень большие. 6
6, это 4, это минимальное, сколько детей было в семье. И поэтому, до 12 детей, и поэтому надо было очень много работать. И если в хозяйстве имелось 1, 2, а если больше коней, то это уже семья с достатком, достойная семья. Вот когда зимними вечерами они готовились к весне, делали ремонт, допустим, пряжки разные, да, посуды какой-нибудь, детишки, конечно, крутились, вертелись возле отцов, дедов своего вертелись, но они, чтобы не мешали, обязательно делали им игрушки. Такие игрушки, как коняшки, вот такие, да, и свистульки. Вот такие свистульки. Эта свистулька имеет значение оберег. Потому что наши предки верили, что когда создает ребенок вот этот свист, свист отгоняет злых духов. Это было такое вот поверье. И сейчас, чтобы долго ваше внимание не занять... хотел еще сказать о тавлинской игрушке. Со временем, это уже история нашей тавлинской игрушки, уже будет скоро 40 лет. И были у нас очень много сложностей, много проблем. И как бы внимания не очень много уделяли. И тогда мастера, уже взрослые мастера, решили создать общественную организацию «Эремесь». Вот здесь Союз тавлинских мастеров «Эремесь», который я возглавляю, объединяет сейчас уже более 30 мастеров из села Подлесная Тавла, а с этого года уже нам новые члены подали заявление, это из Пензенской области, Кучев Александр Петрович, и Кирюшевского района Авалькин Евгений Дмитриевич. То есть у нас союз скоро догонит союз художников Мордовии. Вот здесь информация есть не только о мастерах нашего села, но здесь информация есть о музее этнокультуры имени Ромашкина. Вы слышали про такой музей, да? В селе Подлесная Тавла есть музей Ромашкина, вот сейчас как раз лекция идет Шеваткина про Ромашкина. На будущий год у нас этому гениальному человеку исполняется 65 лет. У нас будет в Тавле 6 сентября фестиваль древней ерзянской песни «Зов Торома». Там состоится выставка резьбы по дереву, состоится международный фестиваль резчиков по дереву финно-угорских народов «Единые корни», и, конечно же, покажут свое мастерство много фольклорных коллективов. Это 6 сентября, куда я вас и приглашаю. И здесь вот эта информация есть про нашу Тавлу, очень богатая, здесь про все, очень много хорошо написано, можете их... Ну, тавлинская игрушка делается из дерева, из породы липа. Пекша по-ирзянски, для мяса пекша. Методы и приемы очень простые. Резцы, инструменты тоже очень простые. Это такие резцы, ножи, косяки такие и полукруглые стамески. Ну, есть, конечно, они как бы и широкие, и большие, но это для большой объемной скульптуры. А для мелкой пластики мы применяем вот такие. Скажу пару слов о липе. Липа – это гениальное дерево не только для ерзян, но и для всей России и для всех народов, скажем, где прорастает эта липа. Липа и одевает, и кормит, и обувает. Да? Липа – это самая лучшая баня, мед, и вся посуда, весь утварь делался из... И сейчас я вам покажу, как делается тавлинская игрушка. Тавлинский конь, не знаю, успел или не успел. Это делается вот так, очень просто. Я вам приготовил форму. Форма делается при помощи топора и просто на желудке. Ну, просверлил я вам дырки вот такие специально для таких хвостиков, гривы из мочалы. Вот как это делается. У меня так как грубая форма, так, немножечко. Дерево очень мягкое, режется хорошо, когда резцы остро наточены. Ну, здесь, на этой небольшой выставке,
то, что вы видите. Я привез мелкую пластиковую игрушки с движением. Вот, обратите внимание, вот, сруб режу, да? Свистки я уже показывал. Утварь, вот такую салонку. Салдеркс, Эрзин Салдеркс. Худоньки, вот такой еще Салдеркс у нас есть. Видите, вот такой, какая изящная, красивая форма, да? Это уже скульптура фактически. Вот такие салонки. Видите, Салдеркс. Раньше в каждой эрзянской семье обязательно на столе должен быть Салдеркс. Вот такие очень интересные, видите, это зооморфные формы. Вот такие формы были у нас на свадебных одеваниях сундуксов, на свадебных полях невесты. Это вот тоже новые, как бы, движения улицы. Ну и худонькирдить, домовые обереги, башки домовые, божок, если по-русски, худонь паст. А теперь Симантевинтень Кува царевитона домс. Керсибаль, Тевентень, Иряви, конечно, маму. Ламу, азяру. Минек шкулас, минек велеса, тунавтить вишка пингсты. То есть... А куда азяру съезд? Шекти маламу, тетязу, машты керсеми, сон уже не левите есть кормить он а школа кормить я кому куту класть. Коточек ластусайс, да азяру сейчас. Ну, певтиме. Певтиме. Да, А ты кламутонов не тянг? Море школа свобожден. Минек велеса проблема с месяцем. Туна висят уже. Спасибо большое. Я вам ничего не показал. Вы торопитесь, да? Нет, ты меня не в тебя. Ну, с садой такой, як. А косту ты сай не тебя до нети образный. Ну, образно, куда уж мы корты веление ряму сонть. Образно, весь меня пельгаши, эпос сонть, эрзень эпос сонть. Эрзень фольклор сонть, весь аж чумать. И эди налшки дне сын кизарин пинксте, меня ван стость, куда вешки матне, пряжка не. Лег смирим с веси нети керти не катнень, веси нети герой дни или веси нети образно улить мастурава сонтисте? Ну, мерем с ламут. Ламут улить. Ламут, да. Ведь веси не шкаль, веси национальной культуры, пек андыр мастурава эпосос. Саем с кишти цетнень, моры цетнень, сюрмады цетнень, поэзия, керси мотив сентяк. Ламут, пек ламут сейчас саите мастурава стоит. То, что певтеми лишма приятно. У нас саты еще пингеде пингес. Куда выставка тенкмоли кютыть? Ну, меремс довольно мастерный, куда ушел те меня общественная организация, Эрмиз, Анчак, Кевити ИС, Ютанс, Асудан Заров. Пев теме выставка. Меня Киезанза, ведь куда меремс улеть международный, улеть осень выставка, улеть республикальная выставка и улеть Аськин лечение покшчить, понаднесы, талвань мастер назярдуя к каршу амулит, свала, и сейчас керчевцы с пару мельца не видеть. Куда моя кровня до меня плетена, ну куда она течет, истяму сам, хоть велес, хоть куда мы велес, мне рекламу передвижного выставка. Ну, шехти мельси, она не те есть, шехти веев, вместе юбилей, день Алтась, Пензенскую область соютась. Восьня миля тут, если не народный культурный музей Саранушсу, или Пензаль, музей народного творчества, и уже пряду массу Тивана, Тундонь, Изюр просто Ютаси, национальную культуру Москву, пек пару выставку есть. Ну а Ирмезин от Керситетни, если меряем, если у нас вечер Россияне, выставка народных художественных промыслов, после меня Рябу Максим Керситис,
Сайзе вечерашень, сайзе полночи там. Те Колчера. Покшпит не да. А коста можно рамам с тынк няканг налкшкин. Надо сейчас квартирский. Моненька зисынк. Он тень? Да. Пару месяцев. Тынь моненька зиди вераз вести вешкема. Тишкам сейсенза. Кудуса кирпян. Да, да. Если истя тень сто, куда меримся. Кир здесь висит. Да, да. А ёвденьк и нескидки тынктонавты 10 вентень. Бути кортамс эсенейста. Да, да. Бути кортамс эсенейста, конечно, утименья талантулите мой восьмикованейста. Мели мой ялаксун Николай Владимирович Рябовсун. Шкинешка 100 уже. Те в сент ирвамете только олентик. Истя талашнете еще есть тени, тени есть меня из них сюда. Талан кирстима тестен. Ну, уже перва мези марштей. Ну, ушел сонька. Чаркуди, где мастер Николай Иванович. Сизгемен ветите, если сунсась мне илев, прям семян зумарту. И сеска сизгемен кодучи есть, банши кружок, персимон кружок, уже совинек, коту сисем веклассу, вяките от вона мини-классу, Витя Волчкин, Кирушкин, Володя, Витя Борискин, Янтусу. Власняти кружок очень унес, фамилии Зярду Дейник, Ламу выставка, есть пару керсемст, и кармость, Ламу выставка, там власне, если не гусь, или республика, или еще раз и уже сетями две, кстати, есть, мне карма сюлеме, Эйдин, уже кунанти, ну и Эйдин, Артуман школа, кунанти, Ламу лезать, панжус, Петр Федорович Рябов, где Ламу Сусунза инициативности. Сегодня еще в Васенсе, прямо в Васенсе школа, Эйдин Артума школа, прямо Мартик система, гениальная лума Сунза, устава Сунь Куряс, Суничал Курская взялась, Сунза устава Сунь Куряс, Волт, как Сунь день процент школа дня Панжовской республика Сунза. Амели Зярду, все шкастонь таласу, то на вниз днем весь пеклом. Каутунь класс, кулон гейминг, кулон ей, конечно, зиминик, ветисят, все? Аминь. Можно мы прям быстро интервью и все? Да. Девушка, Всё, можно мама, вас да? попросить? Да, да.